Взяли на рынке свининку. Качество вроде ничего такое. Сейчас возьмем ее, промоем. Возьмем якутский нож. Обязательно, без него никак. Мы будем жарить на решетке, без шампуров, поэтому кусочки должны быть одинаковые, чтобы степень прожарки была тоже одинаковая. Иначе будет один прожарится хорошо, а второй не дожарится. Либо ты дожаришь маленькие, они будут сухие, большие будут уже недоготовленные. Якутский нож всегда режет хорошо. Поэтому все его спрашивают. У вас есть якутские ножи или нет? Все, мясо мы закончили. Сейчас переходим к луку. И берем одну еще небольшую тарелочку. Вот так. Пропорция какая? На глаз. Всегда на глаз. Кетчупа сделаем чуть поменьше, потому что кетчуп потом... В основном люди едят с кетчупом. Я, допустим, кетчуп не ем, поэтому не нравится. Аджику больше. Добавим укропа, беленько посыпаем. Добавляем перчик. Что-то щедро так, нормально. Нормально. Добавляем сюда пару ложек растительного масла. Ну, можно и пару, можно так. Нормально. Соус не слишком соленый. Сколько нужно лука? Лука мало не бывает, лука надо всегда больше, он дает сок. За счет этого у нас Разжижает волокна. Да, Становится мягче. Смягчается мясо. И получается все хорошо. Почистили лука, начинаем его нарезку. Денис, мы поездили по разным местам, в которых ты никогда не бывал. Я здесь вообще никогда. Ну вот, что на тебя произвело наибольшее впечатление? Какое впечатление? Ну, то, что ты видишь вокруг, конечно. То, что, допустим, взять Мариуполь тоже. Эти все разрушенные кварталы, разбитые окна, сожженные здания. Взять один только Азовсталь чего стоит. Этот Урал легендарный, который стоит как памятник на мосту разрушенный. Вчера там, кстати, были. Там даже лежат венки монументов. Огромное впечатление. Это, то, что люди здесь сидели в подвалах, все, прятались от всех этих бомбежек, взрывов, перестрелок. По частному сектору едешь, там вообще все дома в дырах, от пуль, заборы, все дырявые, как решето. Страшная картинка, на самом деле. Поэтому впечатление очень впечатлительное, скажем так. Хочу объявить большую благодарность нашей доблестной республике Саха-Якутия за то, что помогает нашим военнослужащим, которые находятся сейчас на СВО, помогает местному населению. И спасибо вообще за то, что не забывайте про нас. Хочу также спасибо сказать тех людях, которые беспокоятся за нас, поддерживают и ждут нас дома. Также спасибо за гуманитарную помощь, что республика о нас не забывает.